я скандальный человек. Ты сейчас пригласил меня сюда, ты понимал, какой будет разговор. Ты ничего не говоришь про пригородный район. Ты работаешь на ФСБ. Отрежем голову и Почтой России отправим на Алтай. Таких людей, да, надо Брату в спину. Что это такое вообще? Это предательство. настоящие нохчи, они наши братья. На все воля Аллаха. Не-не-не, я не про политику. Зачем жить на чужой земле? Покажите мне хотя бы одну осетинскую могилу. Я опираюсь на законодательную правовую базу Российской Федерации, знаю вашу историю, о которой нужно рассказывать, и даже не рассказывать, а кричать. Всех приветствую, это очередной выпуск Хамди подкаста. Сегодня у нас в гостях Артем Плата, travel-блогер и независимый журналист. Приветствую, Артем. Да, приветствую. Хамди. Хамди. Хамдас. Артем, сразу не будем томить людей, пройдемся по вопросам. Как ты стал вообще блогером, travel-блогером, независимым журналистом? Как ты пришел к этой деятельности? Все началось с января 2019 года. Меня окружают творческие люди. Я часто бывал в разных странах. На сегодняшний день я посетил 36 стран, сотни городов. В некоторых странах, как там в Италии, Турции, Франции, был по 10, а то и 15 раз. И меня постоянно друзья упрекали, как и родители, и семья, почему ты ничего не выкладываешь в Нельзяграм, почему ты ничего не выкладываешь, не делишься ВКонтакте, в Одноклассниках и так далее. Ну, я считал, что это некие так как понты, вот, я скромно вел жизнь, ну, что-то там выкладывал. Мне просто от слова совсем не было это интересно. У меня было другое хобби на тот период времени. Я был, можно сказать, и дружил с шоу-бизнесом, с музыкой, и работал в крупном продюсерском центре у продюсера Алексея Романов, который известен по группе «Винтаж» и написал много песен. Кстати, его лучший друг Ингуш Гуцериев Михаил Сафарбекович. Вот, причем я про ингушей на тот период времени вообще ничего не знал, никогда даже не слышал. Про ваших братьев-чеченцев слышал, а про ингушей нет. И моя подруга, певица тоже, Маша Кольцова, она прям так насела на меня, так сказать, и говорит, тебе нужно делать блог про путешествия, типа, делиться своими эмоциями, впечатлениями, тем более ты еще умеешь летать недорого, да, это самостоятельные путешествия. Я в январе сделал первый выпуск. Как ты говорил, поехать или полететь, Да, да? у меня канал назывался «Поехали, полетели», и призвал людей не искать 1000 причин, да, не путешествовать, а найти миллион причин, чтобы поехать и полететь, потому что любое путешествие развивает кругозор. И я уже на тот период времени, в январе 2019 года, был знаком с одним ингушом, но я думал, что он армянин, потому что когда он сказал свое имя, я не буду его называть, да, человек, потому что здесь серьезно теперь в Ингушетии. Мне по-другому показалось, и такое имя обычно у армян. Ну и внешность такая тоже, знаешь, ну ты сам понимаешь. Вот. И я же не знал, как кавказские некоторые народы выглядят, я так с вами не дружил. И мы познакомились в фитнес-клубе в городе Краснодаре, куда я из Москвы переехал и был как раз-таки на стажировке. И мне там понравилось из-за погоды, и в итоге я вообще остался там работать. И вот мы в спортзале с ним познакомились, ходили на тренировки. А потом он уронил портмоне, высыпались карточки, все его я стал собирать и увидел его имя. И говорю, подожди, я тебя постоянно так называл, а тебя зовут вот так, типа как. И все же фамилии Ев, там Ева, Ов, Ова, Инна, для меня же русские фамилии, я же не задумывался, а на самом деле, то есть у вас фамилия происходит от вашего предка главного, да, с чего все началось, но это уже история пошла, когда я с вами познакомился. И я вот узнал, что он ингуш. Ну, И смотри, что... ты уже говоришь о том, как ты с ингушами стал, ты уже забегая вперед. Как раз у меня следующий вопрос об этом. Как ты вообще познакомился с Ингушетией, как ты здесь впервые оказался? Был ли ты планировал путешествие или случайно? Ну вот давай тогда я так начну. Если бы не мой блог про путешествия и жизнь тех мест, которые я посещаю, да, я бы с вами не познакомился. То есть это благодаря моей блогерской деятельности, да, благодаря моей семье, моим близким, родным, маме в первую Конкретный очередь. случай, может, был, как ты... Ну вот это тот самый случай, про который тебе и стал говорить. Это спортзал, это знакомство с ингушом. Но я думал, что он там, армянин, либо какой-то другой кавказской национальности. Ну и знаешь, я никогда не придавал значения национальности. Мне все равно, мне главное, какой человек. А я дружу со всеми. То есть, ну, я учился на журналиста. Поехал первый раз как-то. И вот мы познакомились, и просто фамилия у него самый крупный тейп. И у вас же постоянно то свадьбы, то похороны. Сам понимаешь, нужно же присутствовать, и некрасиво там не отмечаться. И у него были маленькие дети, там, получается, 8, 11 и 13 лет. И они жили, учились в Краснодаре. И оставить было не на кого. И, соответственно, когда он уезжал с женой сюда, в Ингушетию, я оставался с детьми.
И об этом узнала его мама. И говорит, ну как так вы могли доверить моих внуков русскому, как там, хаски, как вы там Раз. говорите, да, как так, а вдруг что-то он сделал, а вдруг там то. Ну, на самом деле, я человек ответственный, мы всегда держали связь, плюс мама мне, слава богу, научила готовить, с голоду никто не умер, в школу ходили, все нормально, и ей вот стало интересно, кто я такой, и она захотела познакомиться. И вот я, когда находился со своим другом, да, шел в большом путешествии по Европе, потому что не верю, что это можно было сделать бюджетнее, чем поехать и полететь в Сочи или в Крым. Я ему показал на собственном примере. Мы находились в Португалии, и вот ему написала мама, что где чего, потому что она узнала, что у него отпуск, с кем он находится. Он сказал, что со мной. Он говорит, приезжайте в Ингушетию. И я говорю, а куда нужно ехать? Он говорит, Карабулак. Я говорю, Кара что? Он говорит, Карабулак. И я беру телефон, там забиваю в гугле Карабулак и вижу просто на картинках лэп, поле и какие-то маленькие домики, знаешь, такие саманные. Я думаю, куда он меня зовет? Я говорю, не, я говорю, дружище, у меня неделя отпуска, я хочу в Москве побыть там с девушкой, да, у меня семья, то все. Он говорит, ты знаешь, возможно, ты не поймешь, но у нас, у мусульман и в целом у ингушей, рай находится под ногами у наших матерей. Я свою маму тоже очень люблю, меня это задело. То есть я прям так остановился, минутная пауза, и я понял, что уже не отмажусь. И он мне говорит, что я должен перед тобой просто разбиться С сейчас. козырей он зашел. Да, он говорит, но должен, чтобы ты прям полетел. Я говорю, то есть мы сразу из Португалии полетим? Он говорит, да, через Москву, и мы летим в Назарет. Я согласился. Так произошло первое знакомство с Ингушетией. И вот, кстати, его мама, Царство Небесное, по своей религии скажу, да, потому что ее не стало в силу возраста и болезни. Она тоже начала с козырей. Она была очень грамотная, умная женщина. Она говорит, не нужно его водить по Карабулаку, не нужно его везти в Нагас. Везите в сердце Ингушетии наши горы, покажите историю. А я любитель истории, архитектуры, меня это цепляет, да, и вот так и началось знакомство, потому что я влюбился, это была любовь с первого взгляда, как вот я влюбился первый раз в Венецию. Я приехал, увидел, для меня это самый лучший город в Европе, да, и я могу туда бесконечно возвращаться. Так произошло с Ингушетией, потому что я увидел башни, у меня есть первые выпуски, да, там я потерял дар речи и стоял, думал, блин, это у нас в России, на Кавказе, я такого не видел, потому что для меня эти башни изначально, я их замками назвал, я говорю, это же самые настоящие замки. А потом я узнал, что там 13, 14, 15 век, что это средневековье, и ингуши жили в таких замках, когда, например, некоторые русские, да, ну не в обиду, жили в землянках. Ну, я говорю про крестьян, да, да, кто-то, понятно, там жил в Санкт-Петербурге в красивых дворцах, но мы говорим про простое население, ваши же простые ингуши жили вот в этих башнях. Меня это задело, зацепило. Но дальше, когда я возвращался из гор, это был апрель, конец апреля 2019 года, я не знал, что, в принципе, мой блог будет не только про путешествия, да, но уже и про жизнь, про историю, и я буду проводить какие-то свои независимые журналистские расследования. Сразу хотел бы начать с самого главного момента по поводу ваших соседей Северной Осетии. Потому что некоторые, я не буду обобщать, некоторые, подчеркну, осетины сделали из меня врага. Потому что я стал говорить о вашей самой важной и больной теме, пригородный район, да, который незаконно достался, да, Северной Осетии из-за жесткой гнусной политики Сталина. То есть мы вспоминаем февраль 1944 года. И я не нарушаю вид законов. Все, что я говорю по этой теме, я опираюсь на законодательную правовую базу Российской Федерации, на закон о реабилитации репрессированных народов. Отрицание этого закона – это административный штраф, либо дальше уже уголовка. Его нельзя отрицать. Есть закон. Он не мной написан, не тобой, не ингушами, нашей властью Кремлем. Он должен был исполнить. А вот откуда я узнал про этот закон, да? Не ты мне про это рассказал, не твои братья, что вот ты знаешь, у нас была трагедия. Такого не было. То есть ребята, которые находились в машине, они узнали, кто я, чем я занимаюсь в жизни, какие у меня хобби. Они услышали слово «журналист» и насторожились. Я говорю, я хочу... У нас ранее, Мемориал, я увидел большой паровоз. Я думал, что на этом большом паровозе, поезде привезли героев ингушей с фронтов Великой Отечественной войны. И я так Все немного иначе, да? Да, они так переглянулись и такие, упс. А ингуши не любят жаловаться. Я знаю, никто из ингушей за 5,5 лет, сколько я его знаю, мне не пожаловался на свою жизнь, на историю. Я вижу просто эту боль. Ее нельзя не заметить, когда идет речь, да. И я решил посетить музей. 50 рублей, что кудился, говорю, так дешево. И перед собой увидел сначала лик так называемой женщины, и у нее лицо было
замотано, как правильно так по-русски-то? Прикрыто? Да, колючей проволокой. Нет, ну просто А. как инсталляция. Я думал, это Родина-мать, но там четкая дата 23 февраля 1944. Почему, например, не 20 февраля? Почему не май? Ну, какой-нибудь другой месяц. А именно эта дата, еще это был день, по-моему, Красной Армии, да? А сейчас, День защитника Отечества. теперь это уже День защитника Отечества, да. И я думаю, что такое? Я просто взял человека, да, экскурсовода, чтобы мне провели экскурсию. И тут я узнаю про депортацию 1944 года, первый зал. Я в ауте стою просто. И понял уже, что к чему по поводу этого паровоза. Дальше меня проводят в другой зал. И тут еще одна трагедия. Конец октября, да, начало ноября месяца, кстати, вот будет очередная годовщина приближается. 1992 год. Опять геноцид ингушей. Потом я узнаю про последние события относительно недавно, да, 2018 года. Опять отобрали кусок земли у ингушей. Узнаю про предательство, про несправедливость. Я вышел из этого музея и просто дальше уже стал поступать по соображению совести, потому что вся эта несправедливая история по отношению к твоему народу, да, к ингушам, в целом к Ингушетии, не оставила меня равнодушным. И у меня ёкнуло в сердце. И сразу тебе хочу сказать, прежде чем я начинал заниматься блогом, вот первый месяц, второй месяц, мне немножко было скучно про путешествия. То есть я человек, ну, я отрицать не буду, я скандальный человек, и я это не скрываю. То есть мне нравятся острые темы, я сам по себе с детства такой. И я просто у Бога попросил вот дома у себя быть полезным. Я говорю, не только показывать, как я круто, классно путешествую, да, я хотел быть полезным для людей. И я дал ему причину, он мне стал помогать, он отправил меня в Ингушетию, я познакомился с твоим народом и узнал о проблемах, я понял, что это знак свыше. И как только я начинаю отходить от этой темы, любой ингуш, где бы я ни был, в любой точке мира, как из-под земли, появляется и говорит: о, Артем, типа, ассалам алейкум, типа, хамди, И обратно за да, и такой, а я такой стою, Хамди, типа, да, да, вот как я он здесь. здесь там появился вообще, вот я не знаю, я же много путешествую, даже в моем родном городе Барнауле. Он говорит: куда ты пропал, что давно не было выпусков? И я понимаю, что это знаки свыше, то есть ничего в нашей жизни просто так не бывает. Да? Согласен. Я не верю в совпадение, в случайности. То есть это судьба. То есть она определена, значит, это моя миссия. А некоторые вот соседи, да, они думают, что там, купили, Ты все мои вопросы сам озвучиваешь. Так вот, заставили, да, да. так очень много всяких разговоров, да, со всех сторон, что либо тебе проплачивают, и вот конкретный к тебе вопрос, ты работаешь на ФСБ, либо на другие спецслужбы? ФСБ России и Республики Ингушетия, ассалам алейкум, большой привет. Сколько вы мне платите и на какую карту вы переводите деньги? Просто я вот каждый раз не вижу или перепутали с другим Артем. Ты прямо отвечай. Да. Нет, По ходу работы. Слушай, если бы я работал, мне кажется, было бы все по-другому. Тебе так самому не кажется? Я слишком близко стал с вами. Мне же угрожали. Может, ты хороший сотрудник. Хороший Может, ты хороший сотрудник? Да. Я не умею врать. То есть не получится. Это самое главное. И я дружу с Серудином Погоровым, который проживает в Карабалаке. Я думаю, ты знаешь такого старейшину. Да. Дай бог ему здоровья. Ему 98 лет. Это один из долгожителей вообще не только Республики Ингушетия, а России. Как он красиво от темы ушел, видел? Да. Ты давай, возвращайся. видит эти Ты работаешь глаза, на ФСБ да. или нет? Он видит Погоров. эти глаза и вся смеется над этим, когда я говорю, я тут сотрудник ФСБ, типа, меня так считают. И меня еще называют, сейчас скажу, агентом влияния. Это те сбежавшие, которые уехали, ну, по понятным причинам, связанным с СВО. Вот. Нет, конечно. И ни на кого не работаю, я независимый журналист. Я же вот А по на поводу чар- проплачивания, какие-нибудь меценаты, либо олигархи? Если честно, про поддержку, ну, в принципе, я скрывать и не собираюсь. Когда я стал делать блог, мне многие мои друзья-блогеры, которые давно этим уже занимаются, удивились. Они говорят: знаешь, со стороны реально выглядит, как будто ты проплаченный, потому что, а на что ты покупаешь технику? Типа на свою зарплату, а у тебя же там семья, а у тебя мама, там, ты же подарки делаешь, там, за квартиру платить, за то, ну, жизнь, да, бытовая. Тебе бы не хватило. И он говорит: почему ты донат-систему не откроешь, чтобы тебе донатили люди? Это будет прозрачно. И это как-то, для меня это было стыдно изначально, просить денег, какой-то типа попрошайка, что такое. Но это у всех блогеров. И я стал понимать, что люди тоже хотели выразить как-то свою благодарность, мои подписчики, но не знали, как это сделать. Только при личной встрече, там, книги дарили, да, например, флаг ваш подарили, значки какие-то, чаем угощались, чапелингом, без него там, да, никуда.
Это одно, но хотелось другим что-то сделать приятное. И они стали понимать, что мне нужна там техника. И вот каждый человек, который стал донатить, он стал понимать, куда стали уходить деньги. То есть деньги на развитие моего канала – это твои братья и сестры помогали, это мои не только ингуши, другие подписчики, это были и русские, и чеченцы, и татары, и буряты, у меня много. А я знаю, что имею в виду. Вот, например, условно говоря, есть какой-то высокопоставленный чиновник, либо Да, меценат, олигарх, который хотел бы, чтобы ты чуть-чуть, вот, у тебя же много подписчиков ингушей, да, чтобы да. ты же лидер мнений, как говорят, Мгм. инфлюенсер, ты их мысли направлял в какую-то, допустим, сторону, либо подчеркивал его личность, еще что-то, вот такие, за такие вещи когда-нибудь тебе Нет, платили? нет. То есть таким ты остаешься А было независимым. бы неплохо. Да, Наверное, я бы на Мерседесе катался, а да, то тоже хотел пешком. сказать, если что, вдруг и наша студия, и Хамди, и Артем Плата, мы не против, да, таких. Да, и, пожалуйста, если есть Имран тоже не меценаты, против, он да. я руку поднимаю. Продакшн. А, Мы только будем рады, да, потому что, ну, любая копейка для блога, ты сам знаешь, вот сколько тебе это все обходится, это Не, ну просто деньги, представь, деньги, будет да. какой-то человек, который, например, не совсем там хорошими вещами занимается, вообще конкретно ни про кого не говорю, и вот он тебе скажет, вот в лучшем свете меня покажи, за это У меня был деньги, такой да. случай. Я не Ну, буду Ты, называть ты, ты фамилию и имя. отказываешься от таких Да, вещей, да? мне предлагали подарки, мне предлагали деньги на то, чтобы я сделал, как вот у тебя подкаст, но только свою передачу уже на более профессиональном уровне с техникой. Взять, вот, например, мою подругу Машу Кольцову и Звучит поехать. обидно, блин. Да. Как у тебя, только на более профессиональном Нет, уровне с ну, техникой. Здесь у ну нас, ты и блин, в студии сидишь. на лям 3 камеры, Ну свет, да. все. Ну ты понимаешь, о чем. Это деньги нужны, да, правильно? Вот, и этот человек мне предложил. Так, уведите его. Этот человек мне предложил. И я как бы думаю, ну здорово, думаю, ну неужели, аллилуйя, Бог услышал, будет поддержка, все, я поменяю. И говорит мне условие, он ингуш. Знаешь, что он мне сказал? Я тебе помогаю, но у меня есть одно маленькое условие, но для меня оно оказалось не маленьким, а вот таким гигантским. Ты ничего не говоришь про пригородный район. Это ингуш тебе сказал. Да, я не буду называть. Сейчас я знаю, что в комментариях будут писать, кто этот человек, дай бог ему здоровья. Подожди, еще раз, А, давай повтори. Да, Ингуш предложил тебе деньги, да, богатый чтобы он. ты ничего не говорил про Про пригородный пригородный район. район. То есть он мне помогает с блогом, да, с развитием канала, но при этом я молчу про пригородный район, чтобы типа у него не было проблем из-за меня. Я долго... Что типа он не финансирует твою Да, у меня есть деятельность. свидетели просто. Вас по исламу 4, там было больше. Они все это слышали. То есть, ну, как бы... Смелый ингуш оказался, который... Да, он просто не ожидал, что я, ну, прозрачный, я честный. И Ну, я... имеется в виду, он среди людей это озвучил? Да, он по телефону это озвучил. А. Это все слышно было. То А. есть со мной же рядом люди стояли. И... Ты на громкость с ним Ну, разговаривал? у меня же не йотафон. Слышно было рядом, ну там помещение такое бы, как вот здесь. И все, и все были немножко в таком шоке. Но я, конечно, рассказал. Я отказался, зачем мне это? То есть я не нуждаюсь в деньгах, у меня есть работа. Да, я не богатый человек. Да, было бы здорово, как вот тебе, да, найти каких-то спонсоров, и чтобы сделать лучше, там, звук, картинку, команда, потому что от этого зависит. А я, получается, сам снимаю, монтирую, думаю, придумываю, да, и вот как бы ты, наверное, один из немногих, кто меня пригласил, и я сижу на готовеньком, да, крутой звук, крутая картинка, крутая студия. То есть, как бы мне заморачиваться... Реабилитироваться пытается, видишь? Да, После извиняюсь, оскорбления. извиняюсь. Вот. Просто на самом деле, как в фильме «Брат» видел под столом, он держал обрез, блин. Да, да. Не-не-не. В общем, наверное, я так думаю, у тебя, скорее всего, какое-то обостренное чувство справедливости, да, есть у тебя. И ты, я к чему задаю этот вопрос, вот пока ты ознакомливался с этой историей пригородного района, ну, с конфликтом, ты это делал не с каких-то побуждений, что осетины тебе как-то не нравятся. Это же не значит, что они там какие-то все плохие, да? Ты, наверное, больше пытался справедливости, да, У меня нет. достичь. У меня нет ненависти, не дай бог, к осетинскому народу, потому что среди осетинского народа, да, есть достойные мужчины, достойные девушки, женщины, известные олимпийские чемпионы, ученые, культурные деятели, да, Валерий Гергиев, например. Он Композитор. возглавляет, нет, Мариинский театр, то есть и с недавних пор, по-моему, Путин его поставил Даже композитор управлять. Гергиев, да? Ну да, большим театром. Известный человек, это осетин. Ну, зачем отрицать очевидные факты, да? Я же это не отрицаю. Но есть несправедливость некоторых осетинских политиков, как Галазов, который решил устроить осетино-ингушский конфликт. Это не потому, что, как они говорят, ингуши на нас ночью. Хорошо, даже если это было так. Причина, почему ингуши так поступили в таком случае.
Но я могу ее озвучить. Она есть в постановлении Генеральной прокуратуры. Эти бумаги у меня на руках, я их зачитывал в прямых эфирах. Там было четко написано, что Галазов сказал, что не даст исполнить закон о реабилитации репрессированных народов в глаза одному, как одному, самому первому президенту России, Российской Федерации Ельцину. Мгм. И после того, как 26 апреля 1991 года был принят закон о реабилитации репрессированных народов, в конце октября, начале ноября, да, 92 года произошла вот эта жуткая трагедия и несправедливость. И я считаю, это не просто трагедия, а геноцид. Стали издеваться над ингушами, которые плотно и по сей день, да, проживали и проживают в пригородном районе. И вот сейчас опять очередные провокации. Ну не я же их устраиваю, не вы же их устраиваете. Зачем это надо? У нас времена неспокойные. Зачем раскачивать межнациональную лодку? Мы живем в одной семье под названием Россия. Неужели нельзя решить мирным путем здесь на Кавказе все эти вопросы? Все. Видишь ли ты какой-то пути решения, например, какой-нибудь алгоритм? Как ты видишь возможность решения этого вопроса? Вижу. Я считаю, что нужно сесть вот за такой же круглый стол переговоров, где должны сидеть представители власти, дальше историки, кавказоведы, да, и журналисты, чтобы это было честно, да, не просто за занавесом там, обсудить, пошушукаться, а чтобы это было публично и было честно. А почему к этому шаги не предпринимаются, как ты считаешь? Кому, А, кто... Я человек прямолинейный и скажу прямо. Я, опять же, не хочу называть имен, не потому что я боюсь, да, а потому что не хочу создавать для других там людей проблемы и так далее. Да, в принципе, сейчас все догадаются. Потому что земля в пригородном районе, да, та самая исконная историческая Ингушей, находится в частных руках. А это большие деньги, это бизнес, там выращивают кукурузу, в целом овощи. Ну, когда ты едешь в Владикавказ, ты, наверное, видел. Она в частных руках, а земля должна быть в государственных руках. Ее нужно передать государству. И вот как только это произойдет, вам вернут пригородный. Это все из-за денег. По-другому никак. Ну, и вообще, зачем жить на чужой земле? Это, в принципе, мне все равно, где жить. В Барнауле, в Москве, в Краснодаре, в Ингушетии, в Чечне, в Осетии, если я захочу, да. Вот как-то так. А вы, кавказские народы, привязаны к своей земле. Вы хотите жить у себя дома, на своей земле. А у вас рождаемость увеличилась. Вам не хватает земли. Магаз сливается с Назранью. Скоро село Экожево тоже сюда войдет. Ну, открой карту. Ну, я Да. думаю, уже впритык к границам Северной Осетии. А что дальше? Магазу некуда разрастаться Ну в да, целом. но он уже будет соединяться. У вас Далаково и Кантышево разделяет гранитный камень исторически, да. Это все связано тоже там с Деникиным, по-моему, с историей. Как такое бывает? У меня мое село, и где я вырос, и поселок разделяет лесополоса, прежде чем что-то другое. Или аллея, или поле. У вас такого нет. Нехватка земли. Сколько стоит в Магасе квартира сейчас? Дорого. Да, и вот мне говорят, а что ты квартиру не купишь? Так она дороже, чем в Краснодаре. Ну, у меня нет денег на покупку квартиры и приобретение недвижимости в Магасе. Ну, с радостью бы купил бы, но ничего себе. Даже аренда квартиры стоит, как в Краснодаре. Но вот здесь не такие зарплаты. Чуть-чуть перенесемся в такое положительное русло. После того, как ты познакомился с Ингушетией, так или иначе, вот какие плюсы ты можешь выделить? Пусть 5, например. Ингушей или самой республики? И так вообще в целом. Эм, Знакомство с людьми и с республикой, что тебе дало? Какие плюсы ты заметил? Самый жирный плюс, самый такой главный, это гостеприимство и добродушие ингушей. То есть, ну, самой республики. Это первое, что я заметил, потому что, повторюсь, я объехал много стран, я познакомился со многими народами, а я же летаю, да, и катаюсь не просто отдохнуть, значит, тюлень отдых на пляже, нет. Я куда-то еду, чтобы изучить культуру, да, традиции народа, который проживает в той или иной стране, в том или ином регионе, неважно, да, городе, селе. Узнать про их обычаи и так далее. Поэтому я в Индию полетел. Все говорят, там же грязно. Я туда не отдыхать полетел. Я туда поехал окультуриться, узнать о другой жизни. И к вам я сюда приехал. Вы меня этим зацепили. Вот это первое гостеприимство. То есть я понял, что здесь добрые люди. Хотя изначально я думал, ну что здесь кавказцы. И у меня про ислам было неправильное мнение. Сам понимаешь, как там в 90-х годах накрутили, когда я был маленький. Это первый плюс. Второй. Мне понравилась прямолинейность ингушей. То есть вы всегда говорите в лоб и прямо. Я иногда на это обижался, кстати, думал, ничего себе. То есть вы не будете подлизываться как-то там, искать лазейки, чтобы понравиться. Вы не пытаетесь понравиться. И я это потом стал ценить, это правильно. Чем, знаешь, вот, там,
шушукаться за спиной, и надо ему понравиться, потому что он про нас говорит. Такого нет абсолютно. То есть мне не встретился такой ингуш. Мне всегда в лоб говорят. Если кто-то недоволен, да, из твоих братьев, они подойдут и скажут, знаешь, а что ты там сказал в одном из эфиров? Да. Да, и вот еще одна черта. На меня, в отличие от других, потому что были такие случаи, никто не бросается с кулаками, там, эй, слышь, что ты там сказал, там, слышь, что, как вот говорят. Нет, грамотно все. То есть ребята же у вас тоже разные бывают. Вы же кавказцы, горячий народ, дерзкий, резкий, там, много бойцов. Нет. Ты знаешь, Игорь, я с тобой не согласен, потому что, то есть вы приводите доводы. Даже если этот ингуш не особо образован. Это тоже плюс, это очень важно. То есть это уже получается как интеграция. Я же русский по своей национальности, христианин, тут ингуши и мусульмане, и я нашел общие точки соприкосновения и научился с вами правильно, грамотно общаться. Что меня вообще зацепило в Ингушетии, не только история, да, она уникальна, у вас свой язык, у вас свой флаг, своя конституция, свои обычаи и традиции, конечно, красота безумная, потому что я считаю, что жемчужина Северного Кавказа – это Ингушетия. Не в обиду другим северокавказским республикам, но для меня это так, и я говорю за себя. Да. Вот. Зацепило, когда я первый раз попробовал ваш знаменитый чапель. Все говорят, что путь к сердцу мужчине лежит через желудок. И Ингушетия, да, красавица, решила меня покорить сразу вот чапельгам. После этого подкаста поедем покушаем чапель. Да, Обязательно. уже захотелось. И говорю, это плюс, потому что, знаешь, вот я был в Индии, мне там не понравилась никакая еда. Ну, рис, он и в Ингушетии рис, он в Краснодаре вообще растет, у нас рисовые поля. А здесь все, то есть для меня это уже плюс. И самое главное, душа. Вот я всегда говорю, душа ингуша, это не просто два слова. Не просто рифма, да? И рифма, да. Это большой смысл, потому что ни один ингуш не оставит тебя в беде. Мы с тобой недавно ехали на машине, у тебя перегрелся двигатель, мы остановились, это было сколько, 1:30 там, да, ночи. Сколько ингушей остановилось, ну, я свидетель. Да. Чтобы для чего они останавливались? Не просто там, как дела, да? Да. Они предлагали помощь. И так везде. И причем, где бы я ни был, меня-то ингуши уже знают, да, из-за того, что у меня есть отдельная рубрика про Ингушетию. Везде, говорит, если нужна помощь, поддержка, не стесняйся, пиши, звони, я здесь, я там в Дубае, я в Ереване, неважно, да, или в Париже, где я нахожусь. Кстати, много ингушей во Франции проживает, там целая диаспора, в 06-м регионе, это Ницца. Да. Вот, да, и там чеченцев тоже много. Ну, там все вместе русскоязычные. Ницца ингушская, короче. Да, там 06-й А в Турции, регион. кстати, в Турции 06-й регион – это Анкара, да? Это столица. Ну вот. То есть- Поэтому они там осели, и меня там тоже уважают. И я вообще думаю, из-за ситуации, да, по понятным причинам известным, которые происходят в наше время, наоборот, ко мне будут как-то относиться за проявленный мой патриотизм, да, за то, что я там за Россию, там, за единство наше, за целостность Российской Федерации. Не будут не очень любить, нет, наоборот, даже ингуши, чеченцы, русские, да все русскоговорящие, одним словом, кто русский язык понимает, он, кстати, объединяет русский язык. За меня, я удивился, они говорят, береги себя, приезжай в гости, не думай что-то плохое. То есть вот тоже еще жирный плюс народа, не предатели. Вот. Для меня тоже это важно, меня не воспитали предателем. Вот с этим мы с вами похожи. Вы будете топить за свою республику, за свои права, за свои интересы, и не предадите. И вот я за это стал. А что-то из минусов, может, что-то заметил? Из минусов, что ну, ваш народ ведется на провокации очень быстро. У вас нет единства, нет спаянности вот такой, про которую говорил Гюльденштейн, например, который являлся свидетелем, когда был подписан договор о добровольном вхождении ингушей, да, более 250 лет назад. Я не вижу этой спаянности. Она есть в некоторых моментах, вот в связи с последними событиями, которые произошли в Москве, да, в Валберес. Да, это было мощно, то, что столько ингушей приехало в аэропорт, ну, там даже местами до слез, потому что не у всех так. Например, у русских такого нет. Говорю, как есть. Это же неизвестные были ингуши, прям вот звезды, да, там, спорта, культуры. Это были простые пацаны, ребята молодые. К самой этой трагедии, к этому случаю, как ты относишься, как ты видишь эту ситуацию? Ты знаешь, я когда узнал про это, я, конечно, был опечален, и я был в Казахстане в 2021 году и провел свое независимое журналистское расследование по депортации. И я общался как с ингушами, так и с чеченцами, то есть с войнахами. Да? Кто такие войнахи? Это наш народ. Наши люди, да. Наши люди, да. И я узнал, что вы в те времена делили, да, твои предки, один кусок хлеба на двоих.
И именно вот эта сплоченность, про то, что я стал говорить, там, спаянность, помогла выжить всем и вернуться на свои исконные исторические земли. И еще их вернуть большую часть. Сейчас вот остался пригородный район у вас, ну, я думаю, вернут, придет время. Вот буквально сейчас все эти события закончатся, и Владимир Владимирович Путин наконец-то займется этим вопросом, потому что пора. А, И, ну вот, Печально, да? печально. Даже вот видишь, я дар речи потерял. И тут я узнаю, что стреляют брату в спину. Что это такое вообще? Это ненормально. Это неправильно. Даже вот я не мусульманин, не ингуш, не чеченец, не в войнах. Я про вас многое знаю, многое говорю. Это какая-то даже подлость. Это предательство даже. Но ингуши и чеченцы не должны на сегодняшний день вестись на подобные какие-то провокации. Да, Потому многие что, люди спекулируют на этой теме, да, пытаются, да, да. нас разобщить. Ты заметил, что я ничего не говорил в своем блоге? Многие Да. стали меня провоцировать. Вот он молчит, он же защитник ингушей и так далее. Я говорю, во-первых, ингуши в защите не нуждаются, да, твой народ. Это они меня будут защищать, если мне нужно будет, если мне что-то будет угрожать. Я говорю, просто это безумие. Зачем вы это делаете? Раскачиваете эту лодку. И так есть у вас проблемы, да, которые нужно решать. И вы же братья, вы называете себя, мы братья, там, по религии, даже там, по крови, мы вместе то пережили, это пережили, помогаем друг другу. А сейчас вот такая ситуация, она берет и вас еще больше, ну, как бы Да, отдаляет. конечно, за это должны отвечать конкретные лица, Да, кто это да, совершил. Да, народ здесь сюда мешать, конечно, не не вариант. нужно. Ты мне как-то рассказывал, не знаю, поговорим, если тебе удобно об этой теме, что вот эти некоторые провокаторы есть, и ты с одними из ними виделся, вот которые, как этот канал назывался? Чечен Voice? Да, вот я Мгм, тоже, кстати, до того, как ты про это сказал, я обращал внимание, просто антиингушский канал. Я мгм. считаю, таких людей нужно действительно наказывать, потому что они работают против интересов государства России, против интересов обоих народов. Нам это не нужно. И какая у тебя с ним ситуация была? Ну, у нас там слово за слово, Ты конечно. с ним увиделся лично, Да, я да? увиделся с одним из... Но он сказал, что он не является, так сказать, модератором этого канала и админом. Но, во-первых, он представился по-другому. А на деле выяснилось, что он оказался модератором этого канала. Причем это ваши ребята, которые проводили свои расследования, помогли мне узнать, кто это и что это. Я Ну, в просто общем, описал, да. таких людей, да, надо, И при этом из меня этот канал, надо. да, пытался сделать чеченофоба, что вот посмотрите он там. А я с большим уважением отношусь к Чеченской Республике. Я приезжаю в Чечню, чувствую себя в безопасности, там гостеприимно, там вкусно, замечательный народ. Если мне нужна какая-то поддержка в плане съемок, там даже ребята, которые грозные ходят с автоматами, за безопасностью смотрят, подойдут, тебе может что-то подсказать, давай там, ты знаешь, там вот есть место, красивый сквер, сходи туда, там классный фонтан, покажи его, типа, вот, будет красиво. Кстати, один из таких роликов у меня набрал шортс почти 6 миллионов Где ты показал просмотров. Чечню, да? Да, Но здесь, знаешь, здесь даже не обсуждается настоящие ногчи, они наши братья. Настоящие чеченцы, настоящие ногчи. И мы в и войнах. знаешь, я просто слышал такую поговорку, или как правильно сказать, нет, что-то У гор и горцев одна душа и стук единое сердце. Чеченцу нет роднее ингуша, а ингушу ингушу чеченца. чеченца, да, вот. А. И я считаю, вот так вы должны придерживаться, вот мнение со стороны. На провокации не нужно вестись. Вот я повелся на некоторые провокации, а меня же вынуждают, чтобы я оскорбил, да, и они, на одного скажешь, и они уже приписывают, например, ко всему чеченскому народу или ко всему ингушскому, осетинскому народу. Но нельзя так делать. Один – это не все. Есть провокатор, которому я отвечаю, каков привет, таков будет и ответ. Хамди хамдац это Да. называется по-другому, понимаешь? И поэтому для меня важно, чтобы здесь, да, вы жили в мире согласия. Когда-то вообще вы были единая республика Чечена-Ингушетия, да, и сколько вы всего там пережили. Нужно держаться вместе и не вестись. Да, произошло, да, пацаны погибли, мы их уже не вернем. Жалко, жалко матерей, отцов их, да, жен, детей. Они их оставили, да, можно сказать, без кормильца. Но на все, вы меня научили так, на все воля Аллаха, Бога. Очень мало людей, так же, как и ты, которые интересуются проблемами Республики Ингушетия и говорят об этом публично. И как ты считаешь, именно с этим, наверное, да, связана твоя вот такая узнаваемость? Вот мы идем по улице, тебя каждый узнает, потому что таких, как ты, в этом плане мало из других, ну или даже, наверное, вообще нет. Знаешь, Зелем, я не хочу себя выделять и приписывать себе какие-то заслуги. Я в начале этого подкаста, да, сказал, что я поступаю по соображению совести. Меня так воспитала мать. Мгм.
То есть я увидел проблему. Это проявление моего патриотизма. Если бы, например, давай посмотрим на ситуацию с другой стороны, то же самое было с Осетией, вот что сегодня с вами, я бы поддержал их, потому что они, ну, в этой ситуации были бы правы, но ваша ситуация правы ингуши. А почему других таких, как ты, нет? Вот вопрос. Боятся. Или, может быть, не знакомятся с Нет, проблемой, честно, боятся не говорить. знают? Да, потому что мне стали поступать угрозы после того, как я рассказал про депортацию 1992 года, да, про геноцид ингушей в пригородном районе. Стали поступать угрозы. Самая такая мощная была угроза, это когда написали моей сестре в одной из социальных сетей, что если ты и твоя семья не угомонит, да, ну не угомонишь своего брата, там, мы ему там отрежем голову и Почтой России отправим на Алтай. Ну, представляешь, реакция моей Это сестры? дословно, да? Да, она мне звонит в шоке, я попросил всех удалиться. Поэтому я не говорю про свою личную жизнь, я ее прячу под 7 замками. Про меня сплетничают, распространяют всякие слухи. Мне на них, если честно, плевать с самой высокой колокольни России, потому что эти люди не знают меня. Вот ты меня знаешь, да, то есть как бы я с тобой дружу уже несколько лет. Меня лучше всего знает моя мама, там, моя девушка, друзья, коллеги по работе, да, и я сам себя. И все, что там говорят за спиной, пусть говорят. Значит, я живой, значит, я интересен, значит, я делаю все правильно. И если я был бы скучен, не интересен, кто бы обо мне говорил? Ни в Ингушетии, ни в Осетии я здесь был бы не нужен. И самое главное, они ждут моего мнения. Получается, я авторитет. Да? Но они из меня это делают, не я. Я себя, можно сказать, сам не сделал. Меня сделали хейтеры. Потому что они привлекли внимание к твоему народу, да, когда стали эти сплетни, слухи распространять. Вот. И как-то вот так. У ингушей такой всегда был большой запрос на поддержку извне. Даже вот Да. просто ты простой человек, да, не политический деятель. Вот. Поэтому за это выражаете благодарность, наверное, от всех ингушей. За то, что Сахал. ты... Но вот ты еще говоришь, да, про то, что почему я начал говорить, другие не говорят. Я объясняю, боятся. Вот угрозы. Ну, ты другим русским рассказываешь, Да, ну, они в что шоке. они что говорят? В шоке. Они говорят, ты что, с ума? Они, же там они говорят, бородатые. верят они тебе? Верят. Это самое главное. Они же говорят, бородатый, с кинжалами, с пушками. А если тебя там застрелят, ты чего? Это же Кавказ. Куда ты лезешь, они мне говорят. Я говорю, вот поэтому мы живем в проблемах. Вот, и берем Россию, да, полностью, глобально. Все заняты своей жизнью, эгоизм. То есть, так, это меня не касается. Не-не-не. Или когда начинается что-нибудь, знаете, про политику, да, они говорят, не-не-не, я не про политику, я певец, я спортсмен, я художник, я там блогер, да, вот как. Я про путешествия. Не-не-не, я не такой. То есть, если я что-то вижу, какой-то, ну, вот увидел несправедливость и понимаю, что у меня есть аудитория, где я могу, с помощью которой я могу, да, к этой проблеме привлечь, потому что люди начнут обсуждать, распространять, показывать, это все дойдет до власти. Доходит, это работает, правда. Поэтому кто, если не я тогда? Я за себя отвечаю. Вот ты сейчас пригласил меня сюда, ты понимал, какой будет разговор. Мы не будем говорить с тобой о горах, которые мне понравились. Вы и так их много раз Кстати, видели. об одной горе я тебе хочу задать вопрос. Да. По поводу Столовой горы, слышал ли ты, что... заметил ли ты, что со стороны Северной Осетии, и когда ты заезжаешь в Ингушетию, нет никаких вывесок, ничего, то есть непонятно особо, что ты заехал. И говорят это потому, что хотят тут провести, как тогда с Чечней сделали в 2018 году, границу определить. Мгм. И по этой границе Столовая гора, Мятлом на ингушском языке, будет отдана Северной Осетии. Слышал что-нибудь об Да, я этом? слышал такое, но я хочу сказать свое мнение. Во-первых, по-моему, если мне память не изменяет, в ковидные времена, в июне 2020 года я вместе со своими друзьями-подписчиками поднялись на Столовую гору. И прежде чем раскрывать свой роток на чужой корешок, так сказать, и присваивать опять себе чужое, для этого нужно обратиться к истории. И некоторые провокаторы из Северной Осетии, да, они начинают говорить, что вы вообще в Джирасском районе не жили. Да, это колыбель всех ингушей. Тогда у меня возникает вопрос, покажите мне, прям вот я пока здесь, да, и пока еще буду долгое время, хотя бы одну осетинскую могилу там. Ее нет. Почему на вершине Столовой горы стоит именно ингушский храм? Раньше же было язычество, да, вот среди ингушей. Ну, правда, вы все равно верили в единого Бога, если так брать. Как он у вас? Дьял, как-то вы говорите? Дал. Дал, Да. да, вы всегда так говорили, это испокон веков. То есть все равно вы, может быть, через посредника, как вот в христианстве, в православии, да, там через иконы, таким образом через что-то там обращались к Всевышнему, считая, что ну вот это передаст там Богу. Но все равно это была вера в единого Бога. Просто немножечко по-другому люди мыслили, да, немножечко не хватало, может быть, образования и так далее. Времена сейчас меняются, но там же стоит храм ингушский, не осетинский, он никакого отношения не имеет
к этому. Да, и это же целая история, надо долго рассказывать. Ты слышал, да, что недавно была юбилейная дата важная, столетие ингушской государственности, и проходило мероприятие в Сунже. Что ты скажешь по этому поводу? Был ли ты там? Я не просто слышал, а я был приглашен вашей местной Поэтому властью. ты и приехал сюда. Да, я сюда приехал, сорвался, отпросился с работы, и, ну, вот как раз я буду решать вопрос и показывать про ваши исконно исторические земли в заповеднике Ерзи, Столовая гора, центр КамАЗ, это Майское село, да, где проживают плотно ингуши. И что касается столетия государственности Республики Ингушетия, во-первых, на мероприятии было очень мало народу. И по понятным причинам, потому что у вас траур. Ситуация в Элберсе. Да, ситуация в Альберис, это понятно. Но таким образом, это мое мнение, ничего личного, люди, которые не посетили это мероприятие, они не уважили тех ингушей, которые отдали свои жизни за эту государственность. Те, которые испытали большие трудности, а много ингушей за эту государственность полегли. А Идрис Зязиков какая история? Почему проспект, самый центральный в Магасе, назван его именем? Почему ингуши, особенно молодежь, не задумывается об этом? Это история, ее нужно ценить и уважать своих предков. Только из-за этого нужно. Это был не концерт, это было мероприятие. Что я там увидел, да? Я думал, там будут петь ваши артисты, да, на ингушском языке. Это, все-таки национальная история. Там ваши соседи, которые приехали поздравлять. Это было совсем минут, наверное, 30. Но полностью все мероприятие строилось из истории ингушского народа. Все началось еще с подписания договора о добровольном вхождении ингушей в состав Российской империи. О трагических датах говорили? Да, там был большой блок про февраль 1944 года. Для меня это было удивление. Я думал, это опустят. Потом осетино-ингушский конфликт. И вообще был в шоке. Это точно я не сплю? Я говорю, щипните меня, потому что это показывают как-то. То есть это важная дата в истории Ингушетии. И я, так сказать, из уважения ко всей республике я пришел. Да, и уважил, потому что знаю вашу историю, о которой нужно рассказывать, и даже не рассказывать, а кричать. Так, Артем, спасибо, что ты посетил наш подкаст. У нас чуть время ограничено, к сожалению, хотя беседа очень такая содержательная и интересная. Я думаю, это будет повод для еще одного подкаста в дальнейшем, для новых бесед. Что бы ты хотел сказать зрителям, ингушам и не только? Такое, знаешь, может быть, напутственное слово, может быть, просто обращение. Во-первых, раз мы заговорили про столетие, я хотел бы еще раз от чистого сердца, от души поздравить республику с этой важной датой, потому что 100 лет бывает только один раз в жизни, больше не будет. Я хотел бы от себя, да, от своих подписчиков, от своего канала, да, от своей мамы, которая знает о проблемах, пожелать Ингушетии в первую очередь единства народу. Вы должны быть спаянным народом. Это важно сегодня. Без спаянности вы ничего не добьетесь. Говорю вот как есть. Раз. Желаю процветания республики. Я очень радуюсь, когда вижу, как у вас развивается экономика и туризм. Мне бы очень хотелось, чтобы здесь открывались какие-то предприятия и заводы, чтобы у людей была возможность на них работать, зарабатывать и не выезжать далеко за пределы республики. Потому что у каждого ребенка здесь в Ингушетии должен быть отец и мать, которые должны принимать участие. Ты как отец это знаешь, потому что это важно тоже. И самое главное, я желаю Ингушетии справедливости. И хочу, да, с помощью Божьей помощи, чтобы закон века о реабилитации репрессированных народов исполнился по отношению к тому народу. И чтобы восстановилась справедливость. И вот тогда я буду показывать про реки, горы, поля, и всю красоту Ингушетии, Северной Осетии, и буду рад сидеть за круглым столом с осетинами, с ингушами, и с чеченцами, кабардинцами, балкарцами, аварцами, даргинцами и так до бесконечности. Но когда есть такие проблемы, не все хотят садиться за этот круглый стол. А это должна сделать местная власть, которая почему-то местами задумывается не о благополучии народа и республик, да, а о своем кармане. То есть вот и все. Нужно начать с себя. Поэтому желаю задуматься об этом и, самое главное, не отчаиваться, не опускать руки. И самое главное, берегите себя в эти нелегкие времена. Спасибо большое, Артем. Все, Сахал, тебе за приглашение. Салам алейкум. Реабилитирован репрессированный ингушский народ. Против вмешаться Вова. Не дать, чтобы истребили ингушский народ. Кто начал стрелять? Пока мы точно не знаем, кто, но пока говорит о том, что это начали
осетинские боевики в целях провокации. Осетинские боевики под нашим, как говорится, щитом начали грабить. А мы же допускаем вражду только к одному народу сейчас. Какому народу? Но сейчас непосредственно мы допустили большую ошибку к ингушскому народу. И я все время, когда приходили ко мне представители ингушского народа, говорил: я ничего пока не могу вам обещать, пока я не побываю и не повстречаюсь, и не посмотрю в глаза представителям ингушского народа.